уважаемые братья, в этот день, конечно, в день Ашура, мы должны заниматься ибадатом, должны заниматься постом. И, конечно, по шариату этот день запрещается проводить в самоистязаниях, в чрезмерной печали, рвать на себе одежды и так далее. То есть совершать там оплакивание, это не является из нравов му'минов. И если бы такая печаль и такой траур, если было бы для нас желательным, то самый траурный день, который мы должны были бы соблюдать, это был бы день гибели, день смерти нашего господина Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алихи вассаляма. Но в то время, когда Хусейна, радийаллаху анху, убили жители Ирака, многие из жителей Ирака из числа рафидитов проводили этот день в самоистязаниях, значит, побивая сами себя и так далее. И, естественно, это шариатом, как мы сказали, это порицается. Но всегда найдутся люди, которые на одно новшество, противовес ему, а бывает, делают другое новшество. На одно порицаемое, противовес этому порицаемому, начинает заниматься другим порицаемым. И в то время, когда одни жители Ирака проводили время в трауре, этот день, что, естественно, порицается шариатом, другие жители Ирака в этот день особо проводили радости, дабы противоречить, значит, рафидитам, дабы противоречить, значит, тем, кто этот день совершает мункар, совершает запретное по шариату. И эти люди начинали, вторые люди, то есть вторые группы людей начинали этот день радоваться, говорили, сегодня праздничный день и так далее. И одевались красиво, принципиально старались красиво одеваться, распространяли, что в этот день надо купаться, в этот день надо, значит, одевать новое, красить сюрьму и варить различные блюда из семян различных зерновых культур. И хуже всего то, что они считали, что все это является сунна, и что все это то, что узаконено шариатом. Однако подкрепление всему этому нету ни одного достоверного хадиса и ни одного мнения от сахабов, к которому можно было бы возвращаться. Спросили одного из имамов области науки хадиса и науки фикху, дабы этот день, значит, накладывать сюрьму на глаза, купаться, класть хну, варить, значит, обеды из различных зерновых культур, как сегодня у нас здесь его называют ашура, значит, плов или блюдо дня ашура называют некоторые, одевать новую одежду, выявлять радость в этот день, то этот шейх ответил: «Лям ярид фихи хадитун сахихун анху». От пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, об этом нет ни одного достоверного хадиса. И также нет от его сахабов. И ни один из имамов мусульман, ни 4 имама, ни другие имамы не считали это желательным. И также об этом не приводится ни в одном из достоверных сборников хадисов, и даже не приводится ни в одном из сборников слабых хадисов. А то, что сказано, некоторые то, что приводят, что в день Ашура желательно, значит, на глаза ставить сюрьму, и якобы человек год, у него глаза не будут болеть, зрение будет хорошим. Кто искупается, он не будет болеть в течение этого года и так далее. Или кто будет совершать какую-то молитву в этот день, что якобы в этот день было покаяние пророка Адама, якобы в этот день ковчег пророка Нуха, алейхиссалям, остановился на горе Джуди. Якобы Всевышний Аллах спас пророка Ибрахима, алейхиссалям, в этот день от огня ада и спас пророка Исмаиля, алейхиссалям, от заклания, искупив его, значит, райским агнцем. И что Всевышний Аллах якобы вернул в этот день пророка Юсуфа пророку Якубу, алейхиссалям. Факуллю далика мавду'ун. Все это является выдуманными хадисами. И единственное достоверное, то, что есть насчет дня Ашура, это то, что в Бухари и Муслиме упоминается, дабы в этот день соблюдать пост.
соблюдение поста – это то, насчет чего есть хадис, и то, что является твердой сунной в день Ашура соблюдать пост. И также и даже был хиляф среди уляма, были разногласия насчет хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, что в этот день, значит, увеличивать удел своей семье. Но некоторые считали его слабым, тем не менее имам Суйути и многие другие имамы подняли этот хадис до уровня достоверности. Поэтому можно сказать, единственное достоверное, то, что есть насчет дня Ашура, это поститься, а также радовать свою семью, можно сказать, какими-то подарками и так далее. А все остальное, то, что перечисляется в различных, там сегодня можно и в газетах, и каких-то других источниках, если вычитать, к сожалению, можно даже это услышать, и с некоторых минбаров тоже это является вымышленным, ложью на пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, ложью на сунну. 200 сахабов передают в год, когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, совершал прощальный хадж, имам Муслим передает этот хадис: кто выдумает на меня заведомо ложь, придумает то, что я не сказал, зная, если он это скажет, пусть знает, что ему уготовлено место в аду. Поэтому вот эти праздничные настроения, которые некоторые люди проводят, день Ашура, приготавливают какое-то блюдо из различных зерновых культур, значит, бобовых, зерновых и так далее, смешивая, говоря, якобы пророк Нух это блюдо готовил последний раз на своем ковчеге. Не надо то, что придумывать на пророка Нуха, алейхи салату вассалям, и тем более на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, и то, что нету в исламе. Альхамдулилля, столько есть суннаты. Как один из уляма приводит, в день, говорит, есть 4000 суннатов. Один алим составил книгу, 4000 ежедневной сунны в день. Из 4000 суннатов этот бидачик, этот еретик, даже 4 сунны, если будет делать, это уже хорошо. А как же еще человек, некоторые люди могут возвеличивать ложь на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому хотелось предостеречь мусульман от таких, конечно, не делать эти вещи. И, естественно, мусульмане ахлу сунна валь джамаа – это люди, которые из 73 течений Всевышний Аллах одно, которое считает спасшимся. Почему? Кто это? Те, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на котором нахожусь я и мои сахабы, которые ахлюль Кур'ан, ахлюль хадис, следующие за уламаами, естественно, которые понимают Кур'ан и хадис. А для этого у нас есть путь, для этого у нас есть книги. И то, что наши ученые порицали, то, что ученые сказали, что это нельзя это делать, поэтому брать на себя смелость, делать, совершать это не стоит, уважаемые братья. Нельзя впадать ни в одну крайность, это чрезмерный траур, который совершают некоторые люди, и вторая крайность – это проявление там, радости, устраивать этот день праздник, открывать праздничный стол и так далее. Это вторая и, быть может, даже еще хуже бид'a, чем совершают ее рафидиты, чем первая бид'a.